Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов встретился с директором коневодческой фирмы ФРГ и посетил тренировку команды «Аркадак». На юге Ашхабада 17 мая торжественно откроют парковый комплекс Махтумкули Фраги и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с директором германской коневодческой фирмы Джейкоб Фердезухт ГБР Катариной Иреной Анной Маргаретой Якоб. Гостья прибыла в Туркменистан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных ахалтекинским скакунам, а также для обсуждения вопросов международного сотрудничества в области коневодства. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадак и встретился со спортсменами местного футбольного клуба. Глава Халк-Маслихаты понаблюдал за тренировочным процессом команды на стадионе многопрофильного спортивного комплекса. Национальный лидер туркменского народа заверил футболистов, что государство будет и дальше поддерживать развитие туркменского спорта, в том числе футбола, стремясь вывести его на мировой уровень. Церемония открытия культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги и памятника выдающемуся классику туркменской литературы состоится 17 мая. Парковый комплекс развернулся в южной части Ашхабада, недалеко от тропы здоровья. Центральной частью его является монумент Махтумкули Фраги. Высота бронзовой скульптуры составляет 60 метров, диаметр 25 метров. Рядом с изваянием Махтумкули возведены скульптурные изображения многих зарубежных литераторов и выдающихся личностей. Эти скульптуры также выполнены в бронзе, по высоте достигают 3,5 метра. Белорусская авиакомпания «Белавия» увеличит частоту рейсов Минск-Туркменбаши-Минск с 1 до 2. Теперь самолеты «Белавия» будут совершать полеты в Туркменистан по понедельникам и вторникам. Новые рейсы будут действовать с 12 августа по 2 сентября. 15 мая в Ашхабаде в здании торгово-промышленной палаты откроется международная выставка продуктов питания, пищевой промышленности, упаковки и сельского хозяйства, современных технологий, производства продуктов питания, Агропак Туркменистан-2024 и Туркменфуд-2024. Делегация Туркменистана приняла участие в международной выставке «Нефть и энергетика Омана-2024» и конференции «Доступные, устойчивые и эффективные источники энергии», проходивших в столице Омана. Главной целью этих престижных мероприятий в нефтегазовой сфере стал обмен передовым опытом в области разведки, добычи и использования энергетических ресурсов. Для представителей Государственной таможенной службы Туркменистана проведена встреча с целью ознакомления с передовым опытом стран ЕС по внедрению и развитию методов и технологических возможностей системы дистанционного обучения для повышения квалификации сотрудников. Встреча проходила в рамках пребывания в Туркменистане технической миссии программы управления границами в Центральной Азии. Алехандро Мариса Родригес, 60-летняя журналистка и адвокат из Буэнос-Айреса, стала одной из участниц конкурса «Мисс Аргентина». Родригес готова бросить вызов стереотипам красоты. Она называет свое участие в конкурсе началом нового этапа, когда женщин будут оценивать не только по внешнему виду, но и по их ценностям. «Я думаю, судьи увидели мою уверенность и желание представлять женщин моего поколения», — сказала Родригес. Она уже обошла 34 соперницы в борьбе за титул «Мисс Буэнос-Айрес». Рэпер Эминем готовит к релизу новый студийный альбом, который станет 12-м в его дискографии. Пластинка под названием «The Death of Slim Shady» будет первой после трехлетнего перерыва. Последний альбом рэпера вышел в 2020 году. Выход альбома запланирован на лето этого года. В преддверии релиза Эминем представил трейлер альбома, выполненный в стиле настоящего криминального телешоу. Сюжет вращается вокруг смерти мрачного альтер-эго музыканта Slim Shady. В ролике принял участие 50 Cent, в финале трейлера появляется и сам Эминем. В предгорьях Капитдага с размахом отметили Национальный день туркменского скакуна. Праздник ознаменовался не только красочными представлениями, но и захватывающим конным марафоном. 20 искусных наездников, оседлав своих скакунов, покорили 60-километровую дистанцию по пересеченной местности. Марафон, разделенный на два этапа по 30 километров с промежуточным финишем, стал настоящим испытанием как для выносливости скакунов, так и для мастерства джигитов. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.